Продолжаем работу нашей конференции. И хочу предоставить слово представителю следующей нашей республики, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ. Здесь у нас, вообще мы когда распределяли по секциям, мы постарались, чтобы представители, если несколько представителей от республик, от одной республики, чтобы они присутствовали во всех секциях. И вот у нас в секции сегодня выступает Таймураз Мухарбекович Птемиров с докладом «Адаптивная шрифтография. Переключение языкового кода ученика при фонетической интерференции». Это Институт истории и археологии Республики Северная Осетия, Алания, старший научный сотрудник. Пожалуйста, Таймураз Мухарбекович. Лабон Тахорж, добрый день. Спасибо за предоставленную возможность. Также прошу дать возможность демонстрации экрана. Далее. Ага, хорошо. Сейчас я запущу презентацию. Значит, если мы говорим о теме адаптивная шрифтография, то тема эта, возможно, кому-то покажется странной, а для людей, которые работают профессионально с типографикой, она, в принципе, довольно обычна. Но здесь есть, скажем, несколько нюансов из разных сфер, которые следовало бы, в принципе, знать работникам образования, методистам, и, возможно, вы можете также поделиться своими какими-то наблюдениями после завершения презентации. Значит, на что обратить внимание. Доклад заявлен как мастер-класс, поэтому прошу вас также немножко поучаствовать в определенных моментах. Это поможет вам лучше освоить тему доклада. Значит, что такое фонетическая интерференция, если кто-то не знает? Это когда мы правила чтения или произношения одного языка переносим в другой язык, который не имеет отношения к этому. Так, и, собственно, языковой код – это, скажем, вот это вот условный переключатель в голове, который позволяет человеку перескочить резко на другой язык. То есть ощущение языка внутреннее. Я являюсь онлайн-преподавателем астинского языка, экспериментирую с методикой, и мне это позволяет вводить какие-то новые методические элементы, понимать, что работает, что не работает, и как-то выстраивать полноценную систему. То есть у меня это все в процессе, я не использую какую-то одну готовую методику, она все время в развитии. Ну и являюсь языковым активистом астинского языка. Немножко следует сказать о значении шрифта. Многие, конечно, не придают этому значения, но я понял, что это очень важно. То есть, как пишут в учебнике по шрифтовой графике авторы, шрифт является одним из величайших изобретений человечества. Он не только средство передачи информации определенной системой письма в упорядоченной графической форме. Шрифт является выразителем культурного наследия народа и рассматривается как средство эстетического и художественного оформления носителя информации. Обращаю внимание, что речь не идет об алфавите, речь идет о шрифте. Как у нас шрифт связан с психолингвистикой? Это, скажем, то, что я сейчас буду рассказывать, я рассказываю по своим собственным наблюдениям в течение нескольких лет преподавания языка людям, им не владеющим. То есть полностью русскоязычные люди, взрослые. Небольшой опыт был также преподавания обучения подростков. И что я понял? Вот можете, что связь алфавита и произношения, она в принципе очевидна. Вот для тех, кто помоложе, попробуйте прочесть про себя вслух, вот прям вслух, вот этот текст. Прям прочитайте. Вот. Иреат хис енглисх сентенция витх астронг русиан акцент. Вы понимаете, что это как бы английский текст, да? Он набран кириллицей, у вас действительно strong Russian акцент, вот очень-очень. А давайте вот попробуйте вот так прочесть. А этот текст я читаю как иностранец, хотя хорошо говорю по-русски. Ну да, для тех, у кого есть опыт, скажем, общения, скажем, написания на телефонах, когда еще не было кириллицы,
Вот, мы можем как-то латиницей передавать русский текст и к этому привычно. Молодое поколение, допустим, кому я давал этот текст, они, конечно, читали как иностранец. Почему? Потому что привычные нам слова набраны непривычным алфавитом. Вот, это, конечно, дает о себе знать. Вот мы, например, видим такой вот логотип, да, и что мы можем подумать? Мы можем подумать, например, что это ресторан русской кухни, где делаются блины, да. Ну, потому что стилистика шрифта, она нам на это явно указывает, и она опережает содержание. То есть форма опережает содержание. Вот так уже все понятно. Мы понимаем, что это город в Ирландии. Вот так работают шрифты. Это, скажем, не выраженная информация, но которая очень содержательна. Вот еще давайте пример. Вот это что? Это или русский город, или русская фамилия, правильно? А так это явно город в Китае. Хотя написано одно и то же. Одно и то же. Ну, давайте немножко об астинской письменности. Вот она у нас сейчас на кириллице и выглядит вот так вот. Вот обычно лингвисты, когда дают какой-то текст для примера, они берут вот эту вот статью Всеобщей декларации прав человека для сравнения. И здесь, в принципе, он, ну, для тех, кто часто и хорошо читает кириллицу, для тех, кто владеет языком, в принципе, никаких проблем не возникает с чтением. Вот. Адаймак тащепат, трайгарен шарибараймам, хажилный шабар, тудона хаштышты жондама намышайма, каразиен куама воевшим артухажан. Вот так звучит астинский язык. А вот у нас латиница образца 1924 года. Написано то же самое, но более компактно. Это один кегль, но более компактно. И вроде бы, как говорят некоторые, немножко красивее. Есть такие отдельные категории, скажем, ну, шрифтовых дизайнеров, у которых есть обоснованные своими какими-то дизайнерскими пониманиями, что латиница, она выглядит красивее, ну, по каким-то отдельным соображениям. Вот. Что я заметил? Есть у осетин такое утверждение, что на латинице им читать легче. Я подчеркиваю, что это среди осетин, которые слабо владеют осетинским языком. Не те, которые часто и хорошо читают, а тем, которым читать трудно. Почему это так? Ну, во-первых, мы можем сослаться на удобочитаемость текста. То есть вот эта вот гармония, скажем, графем латинского алфавита, более частая в сравнении с кириллицей, направленность очертаний букв по направлению чтения. Вот, например, есть люди, которые говорят, что дореволюционные тексты было лучше читать, потому что там в конце был твердый знак, который задавал вот эту вот направленность чтения. Вот. Но, скажем, это мнение вот у специалистов. Не у специалистов, они говорят так, подчеркиваю, английские буквы, латиница никто не говорит, они говорят, английские буквы лучше передают астинские звуки. Вот. На самом деле английские буквы их не передают лучше, они просто хуже передают русские звуки при чтении астинских текстов. Вот это и есть интерференция, когда мы пытаемся в осетинском тексте искать русское звучание. А это как бы именно для осетинского языка очень плачевно. Поэтому нам нужно переключать языковой код, сообщать человеку, нет, это не русский язык. Он русскими буквами написан, но это не по-русски. Вот это является переключением языкового кода. Потому что понимать все понимают, но сделать это довольно сложно. Я про другие языки не говорю, я говорю вот про астинский язык. И у нас получается такое как бы восприятие норм и отклонения. Вот с чем оно связано. То есть мы не можем не брать во внимание распространенность русской кириллицы в сравнении с астинском. Отличается всего на одну букву. И повсеместное использование русской письменности и, соответственно, ее русского прочтения создает в сознании обучающихся своего рода эталон. Это мы переходим сейчас к мотивации. То есть мы знаем, что вот есть некий русский везде язык, который мы можем читать, а есть какой-то странный язык, который написан так же, но вообще не читаем, что это за какой-то странный русский язык. Вот. Отклонения от русского прочтения, они ментально, вот, в подсознании, воспринимаются как маргинальные, что является вот благодатной почвой для возникновения языковой интерференции при обучении астинскому языку.
То есть язык мажоритарный, он задает, что вот это правило чтения. А миноритарный язык на той же графике, он как бы получается языком неправильным. И вот что мы имеем. Мы имеем некую нормальную кириллицу, которая соответствует нормальному русскому языку. Мы имеем какую-то странную кириллицу, ненормальную, которая соответствует какому-то странному, ненормальному языку. То есть вот в голове у человека, даже если он это не озвучивает, но это видно, оно получается вот так. И мы имеем такое сопротивление к графике. Сопротивление, потому что ну, я же умею читать эти буквы, но они у меня почему-то не читаются по-русски. И это как бы странность. И у ученика рождается вот это внутреннее сопротивление, с которым мне поначалу приходилось работать, ну прям переламывать, как бы. И переключение языкового кода при чтении является важным. И что я как бы начал осуществлять, что я начал предпринимать? Вот есть как бы русские буквы, так называемые. Люди опять же не говорят кириллические буквы, они говорят русские буквы. Почему? Потому что это укоренено в сознании. И, скажем, североостинская орфоэпическая норма, она немножко осложняется. То есть на юге, в Южной Осетии проблем с этим меньше, там другой говор. А у нас на севере есть проблема, потому что вот звук, который в русском языке пишется как «з» буква, а у нас это «ж», вот то, что по-русски «с», у нас это «ш», там, где русское «ц», у нас это «с», вот там, где русское «ы», у нас, конечно, звук «ы», то есть никакой «ы» русское у нас нету. Также проблема с диграфами, то есть которые обозначаются с твердым знаком, вот, например, звук «г», опять же, это «г» с твердым знаком, и человек думает, что эту «г» надо произнести очень твердо. И, допустим, звук «дж», который также мы видим, что это «д» и «ж», и человек произносит «дж». Но он видит «дж», он и произносит «дж». Вы хоть как его переубеждаете, говорите «дж», нет, вот не пойдет. Звук «к» еще более-менее, со звуком «к» тоже проблема. Потому что человек видит «х» с твердым знаком, говорит, надо эту «х» произнести твердо, и получится, у меня нужный звук. Нет, этот звук рождается вообще в другом месте. Ну, есть также у нас «у», которая гласная, которая полугласная, то есть «у» и «уэ», и звук «э», который похож на русскую безударную. Самый сложный звук остинской фонетики. Вот так он выглядит, вот так он обозначается по таблице МФА, Международного фонетического алфавита. Вот так, вот это, но произносит его вот так вот. Это русское А. Почему так? Потому что в графеме вот этой А уже содержится А. И человек сначала прочитывает эту А и автоматически ее произносит как А. А это совершенно другой звук. Это как по-русски мы бы О и А путали. Вместо там бар говорили бор. Вот для остинского языка это так же. И есть еще проблема интерференции ударения. Потому что ударение в остинском языке фразовое, оно не словесное. И людям, которые привыкли по-русски использовать словесное ударение, им крайне сложно войти в разговорную практику. А задача изучения языка не то, чтобы знать язык, а то, чтобы им пользоваться. Толку, если ты знаешь язык, но не умеешь им пользоваться. То есть не можешь входить в разговорную практику так, чтобы носитель тебе не говорил, лучше перейди по-русски, я тебя не понимаю. И об этом еще в 24-39 году наш ученый Абаев, Васо, он так и пишет. Сплошь и рядом, читая остинский текст, будь то газетная статья, художественная проза или стихи, вы не сразу улавливаете смысл только потому, что в письме акцентуальные комплексы, он это называет, никак не обозначаются. Вы можете одну и ту же по написанию фразу читать и понимать и так, пока контекст не подскажет вам правильного чтения и понимания. Вот вчера читал художественную литературу. Вот я 2 раза прочитывал предложение и по контексту уже понимал, что это и как. То есть подмена фразового ударения словесным ударением, она вряд ли позволительна вообще в каком-либо языке. А в остинском приводит нередко к чудовищным искажениям смысла. Вот. Ну, то есть он так и говорит. Без фразового ударения остинский текст асемантичен, не имеет смысла. Смысл теряется. И это ударение на письме не обозначается. Носителю
Это легко, это не сложно, потому что он носитель языка. Человек, который учит язык, для него это большая проблема. Я не знаю, как в бурятском и в других языках с фразовым ударением стоит дело, но как бы следует обратить внимание на это для тех, кто язык учит. Потому что они об эту стену как бы упираются в эту стену. Вот в русском языке тоже явление называется фонетическими словами. Вот самый такой пример: не у кого же взять, да? Вот не у кого же — это 4 слова, но одно ударение. Вот. Ну, в астинском то же самое. Вот так писали, ну, пишут в разговорниках, в словарях иногда используют вот такую вот дугу сверху, такую скобочку. Но я не могу использовать такой знак, потому что человек, когда читает, он все равно видит пробелы. Он в голове эти слова разделяет, а когда мы их произносим, мы их не разделяем. Вот мы не говорим «не у кого же взять», мы говорим «не у кого же». Также в астинском «куника маиш» я тоже в одно слово говорю, а человек, который привык, что это разные слова, он их даже на слух не воспринимает. И, собственно, перейдем к механизму интерференции. То есть, что нам надо сделать? То есть, нам надо исключить ненормальную кириллицу. Ну, я не говорю, что она вообще ненормальная. Я говорю, что вот восприятие ментального ученика. Соответственно, у нас не будет некого ненормального астинского языка. И это не будет дорогой к сопротивлению. Там появятся другие моменты, которые надо решать, но уже не вот эти. То есть мы должны как-то этот язык отделить. То есть мы должны сделать нормальную не кириллицу и такой нормальный не русский язык. И тогда в голове ученика одной графической системе будет соответствовать один язык. И он, ну, как-то быстрее все по полкам разложит. То есть мы должны сделать некий порядок переноса узнаваемого, то есть такую цепочку ведущего русского звена в осетинский язык, мы ее должны прервать. То есть мы не должны узнавать русские или английские, например, буквы в астинских текстах. То есть мы должны сделать такой порядок, при котором мы в осетинской кириллице будем узнавать уже нам знакомые звуки языка. То есть перенос должен быть от звука к букве. Не от буквы через звук к букве, потому что вот это преобладание русского языка. То есть, когда создавались вот эти наши алфавиты, они создавались в других исторических условиях. А сейчас время сильно поменялось. И мы не можем по соображениям 30-х годов учить поколение 2020-х. То есть нам надо, немножко исходя из наших технологий, также и на графику обратить внимание. Какие есть возможные пути решения? То есть первый вариант — ничего не делать, ничего не менять. То есть со временем по накатанной 500 раз повторят, у них что-то да получится. То есть привыкнут к чтению на какой-то странной кириллице. Ну, для какого-то странного языка. Второй вариант — мы можем начать обучение на латинице. Там есть там, ну, 24-го года и в 16-м году в Южной Осетии тоже для каких-то своих коммерческих нужд была принята в некоторых областях латиница. А мы можем начать обучение на международном фонетическом алфавите, сразу давать звуки. Но мы можем перевести изучение звуков фонетики на некую альтернативную адаптационную знаковую систему письма, чтобы вот учащиеся не имели возможности узнавать русские буквы. И только после прочного усвоения фонетики, когда фонетика закрепится, мы уже в стандартной кириллице уже будем узнавать не русские, а известные нам астинские звуки. То есть мы астинский язык будем узнавать в кириллице, а не наоборот. То есть вот этот вариант, я его и осуществляю. То есть, ну, я решил, что вот я буду делать так. И у меня на опыте моих учеников пока все получается. Даже если они этого не сознают, но я вижу в сравнении с другими учениками, что процессы обучения фонетики идут в 2 раза быстрее. То есть какие требования к этому адаптационному шрифту должны быть? То есть первое — это переключение языкового кода. То есть он должен быть не похож на обычную кириллицу. Он должен отличаться. Но
Вместе с тем должен быть легкий последующий переход на стандартную кириллицу. На стандартный кириллический алфавит человек не должен переучиваться, ему уже должно быть все примерно знакомо. Надо убрать сложные моменты астинской кириллицы. И нужно, скажем, интегрировать фразовое ударение для астинского языка. Плюс удобочитаемость, конечно. Если шрифт будет невозможно читать, кто его будет читать. Ну и быстрое освоение. Он должен быстро освоиться. То есть принцип адаптационной знаковой системы такой вот, что, ну, так или иначе, на вводных занятиях мы применяем письменность. Ну, сложно без письменности. Есть, конечно, методики бесписьменного обучения языка, но тем не менее, вот сейчас процесс переучивания с русского прочтения на астинское выглядит так. Вот. Ученику как бы все знакомое, привычное, вот он ищет знакомое в новом. Ну и, соответственно, вот, пытается читать по-русски тексты, где русского языка нет. А принцип адаптационной знаковой системы, он выглядит вот так. Когда мы уже некую усвоенную графику с усвоенными звуками переводим на обычную стандартную кириллицу, процесс тот же самый, ищет знакомое в новом, но теперь знакомые астинские звуки мы ищем в стандартной кириллице. То есть усваиваем графемы, а не фонемы. И, собственно, разработка альтернативной графики, как это происходило у меня или как это может выглядеть у других. Ну, кстати, вот, чтобы вы имели представление, современная работа над шрифтом вот в одной из студий шрифтового дизайна в Санкт-Петербурге. Вот сидят два дизайнера, один коммерческий директор. Вот они делают шрифт. Это, то есть каждая компания какая-то отдельная может им дать задание, а ну-ка вот мне поправьте, сделайте мне красивенький шрифт. Не алфавит, шрифт. То есть это не затратно ни по времени, ни по деньгам. И это, ну, это можно этому даже научиться. Вот. Здесь я, наверное, не буду отнимать время именно на такую прям вот подробный разбор специфики именно астинских звуков. Но я покажу, как это происходило. Вот, например, исправление аканья при чтении. Что я делал? Ну, можно обратиться к существующим аналогам, например, в немецком асумлаутом, ну и в скандинавских других каких-то. Вот в финском, эстонском, словацком есть, да, можно было бы так, но это тоже А. А нам надо от А уйти. Вот. Есть вот такой вот знак в международном фонетическом алфавите, на букву Е похож, но он как бы уже не дает нам акать. Да? И мы можем, ну, сделать вот такой вот значочек. На А не похож, аканья нету. Проблема решается. Вот, например, у нас звук «ы». Да, мы имеем стойкое «ыканье», которое учителя не исправляют в школах. То есть те люди, которых я учу после школ, у них вот это «ыканье» есть, и мне приходится с ним работать, переучивать. Переучить сильно сложнее, чем научить. Что мы можем сделать, чтобы человеку не хотелось говорить «ы»? Вот в алфавите Щегрина еще в 19 веке она писалась ижицей, таким вот звуком, ну, славянской буквой, на «ы» не похожая. То есть Щегрин понимал, что это не «ы». Вот. Но почему-то в 1934 году решили, что можно и так написать. Ну, все владели астинским языком, а сейчас не все. Для всех это «ы», а не «э». Вот. И, ну, можно писать как в старославянском, например, да, твердым знаком, но он у нас уже используется местами. А можно его вот так вот сделать, тоже похож на твердый знак, немножко на «и», но уже не «и». И человеку все, «ыканья» нету. То есть мы подправили. Вот «у». Что делать? Многие укают, где надо говорить «уэ». Да? И опять же, Щегрин понимал, что надо писать вот так вот. Обозначать, что это полугласная. На латинице она писалась W. Но мы можем вот так сделать, пожалуйста. Тоже буква нам не даст говорить У. Диграфы адаптируем. Опять же, что нам сделать с ДЖ? Да, ну, на латинице вот это G пишется, буква G передается. Ну, возьмем латинскую букву, только ее немножко сделаем красивее. Вот. И так проходит работа даже с диграфами. То есть, ну, по каждой букве мы смотрим, где у нее проблемы и как ее можно подправить. Т, Ц, вот эти вот абруптивные, Ч,
Там для звука «к», который часто встречается, ну, это слишком много по две буквы давать. Вот предыдущие, скажем, создатели астинского алфавита, они как-то одной буквой обходились. Вот в 24 году на латинице решили две добавить, а звук очень частый. Ну, можно взять, например, латинскую «к», которая отличается от астинской. Можно. Ну, давайте ее сделаем красивой, пожалуйста. Звук «к» тоже довольно частый. Что можно сделать? Тоже как-то многовато. Вот на латинице он одной буквой обозначался, буквой Q. Ну, мы знаем, в арабском языке есть такая буква «каф». Вот. Мы можем ее немножко покрутить, убрать точки, и пусть у нас будет вот такой вот красивый значок. Можно. Хорошо. Что нам делать с фразовым ударением? Вот, например, опять же, возвращаясь, вот есть такая фраза. Кашкон бахал абат. Кабардинец сел на лошадь. А мы можем сказать так. Кашкон бахал абат. Он сел на кабардинскую лошадь. Пишется это одинаково. Вещи, ну, как бы разные. Носителю мне понятно. Я уж разберусь, кто там на что сел, а ученик не разберется. И вот оставление этого пробела, оно мешает. Он скажет, ну, ребята, вы как-то сделаете что-то с вашим языком, его невозможно понимать. Вот, ну. И вот, например, у нас Иронов Жак, да, астинский язык. Вот, если я это произношу слитно, то это астинский язык. Если я произношу отдельно, то это получается осетин язык. Астин, пауза, язык. Ну, давайте я вам напишу слитно. Обозначу сверху, что это вот одно, такой значочек. Ну, вот сделаю вот так вот, чтобы мало места занимало. Ну и какой-то у меня промежуточный результат появляется. И получается, что вот нам нужно вот эти лексемы в адаптивной графике объединять в акцентуальные комплексы. Ну и как бы получается, что слова, вот здесь по сути два слова, они нанизываются на какую-то единую акцентную линию. И мы можем, ну давайте сделаем это красивее. Ну как-то вот так. Ну что это? Это получается письмо Девангари какое-то, да? Ну и ладно. Ну, сделаем так, чтобы можно было что-то разобрать. Хорошо, давайте сделаем чуть-чуть покрасивее. Ну вот так вот. Модифицированные кириллические буквы. То есть что мы видим? Мы получаем некий шрифт, который читаем кириллицей. Человек, который знает кириллицу, может это прочесть. Никаких сложностей. Еронов Жак, да? Но вместе с тем мы переключаем языковой код. Мы понимаем, что тут что-то написано не по-русски. Сразу понимаем. У нас нет охоты читать это по-русски. То есть мы вот получили такой результат, такое вот достижение, что учащийся меняет языковой код восприятия текста. Мы убрали сложность, сложную лигатуру. Мы сделали такую вот горизонтальную черту. Ну, матрика, она как бы помогает осознавать целостность фонетического слова и облегчает послоговое чтение вдоль линии текста. Вот когда первоклашки там линейку прикладывают, чтобы читать по буквам, вот это вот примерно такая же линеечка. Она, по идее, должна немножко помогать. Мы должны обозначить как-то ударение. Потому что вот такое ударение, ну да, мы его обозначили. Оно видно. Так оно уже не видно. Вот, пожалуйста, вот вопросы орфографии астинского языка. Да, вот Иеронов Жаджи орфографии Фарштата. Ударение одно, слово 4. Как это объяснить человеку, если не вот так? Но оно тут уже незаметно, оно теряется. Если я скажу это по отдельности, Ирон в Жаде орфографии Фарштата, это будет осетин в языке в орфографии вопросы. Как бы, ну, немножко другой смысл. И мы опять же должны подумать, как нам это ударение обозначать. Мы знаем знак ударения МФА, палочку, короткую черточку. Мы знаем правило чтения H, которое удлиняет гласные в немецком языке, например, Auswahl. Вот. И мы можем как-то идти по этому пути. И мы, например, ну, сделаем, ну, палочка, почему бы нет, во многих языках используется. То есть часть от H, там где-то мы ее удлиняем. И мы даже получаем два целых вида ударения. То есть первый вид ударения после О, например, это компактный нечитаемый знак для отдельного слова. И мы можем получить такой вот высокий большой знак ударения для комплекса, для акцентуального комплекса. Там, где слово по сути два. Ну и так оно вроде виднее.
И часто, конечно, дальше второго слога ударение не уходит, и оно как бы вот читается. То есть человек два первых слога пробежал глазами, уже слово видит, и вот эта палочка ему показывает, в каком месте же вот этого всего комплекса у нас ударение будет. И человеку, который не носитель, уже становится сильно легче. Во всяком случае, на слух он читает гораздо лучше. Вот. Таким образом, мы как бы те проблемы, которые передо мной были в обучении фонетики, они этот шрифт их как-то обходит. Вот мы посмотрим на тексты. Вот и тут уже мы различаем, что вот в первом случае Кашком бахал абад сел на кабардинскую лошадь, а во втором случае Кашкон бахал абад кабардинец сел на лошадь. То есть в обычной кириллице это одинаково пишется. В адаптивном шрифте человек понимает, куда ставить ударение, какие слова связывать. И он это делает психологически, он еще понимает, что это другой язык. То есть любой пробел, который поставите между словами, говорит сознанию, что это два разных слова. А у русского языка как бы с его сильным словесным ударением это фатально. То есть очень трудно. Переучивать прям тяжеловато. А так уже человек это визуализирует. Ну, можно взять какие-нибудь тексты для примера. Вот Абаев еще, кстати, писал на латинице, у него такая привычка осталась. И вот так вот выглядит, допустим, текст на кириллице, да. Алхазары кулдар кламов штуа егаудам гатай амиронаут гуру наузуранс. То есть, слышите, я как бы слова соединяю, а тут они все по отдельности. Вот. На латинице 24 года вот так. Ну, это значит, в каждом доме на стене должно быть написано большими буквами, здесь говорят по-астински. Ну, вот это как бы такое завещание лингвиста. И вот в адаптивном письме это выглядит вот так вот. То есть идет такое переключение. Ни по-английски, ни по-русски уже мне читать это не захочется. Хотя мы видим, что это как-то коряво и трудно. Но тем не менее, мы можем взять, допустим, какую-то другую стилистику. Нам не принципиально, как эту кириллицу модифицировать. Можем ее вот так модифицировать, можем вот так вот, можем вот так, рун, можем так, можем чуть ли там. Вопрос читабельности. И вопрос читабельности как раз тут перед нами встает, потому что тот готовый шрифт, я повторюсь, я его не разрабатывал, я его взял в готовом виде, но адаптировал. Они базируются, такие красивые дизайнерские шрифты, на рукописном написании, общий вид которого определяется использованием в качестве пишущего прибора гусиного пера, тростниковой палочки, обрезанных по диагонали. Поэтому пишущая кромка располагается под углом 45 к базовой линии строки. Это как бы не очень хорошо для современных, для читабельности. Вот этому принципу соответствует готический шрифт. То есть слева мы видим нормальный кириллический шрифт, антиква, так называемая. Справа готика. Готику сильно сложнее читать. Большие тексты готическим шрифтом это что по-русски, что по-астински читать тяжеловато. И мы имеем тот же наш адаптивный шрифт, который, в принципе, тоже в больших текстах читается тяжело. И я это посмотрел на учениках, когда даю маломальский уже большой текст, они, прям им тяжеловато. То есть была только, одна, скажем, дочка одной ученицы, которая сказала: ой, как хорошо читается, как легко. Почему? Потому что у нее был опыт чтения корейского письма, хангыль, и ей вот глаз привык все охватывать. Значит, какие перспективы развития и применения могут быть у подобного адаптивного шрифта, или вообще? То есть, во-первых, для успешного создания и внедрения адаптивной шрифтовой гарнитуры необходимо сочетание различных компетенций. То есть это нам и в области языкознания надо быть подготовленным, в области обучения языкам нужно быть, что-то иметь, какой-то опыт. В организации учебных процессов тоже надо что-то. И в области типографики, конечно. То есть это сочетание разных компетенций. И нам нужно осознание того, что нам нужно сделать и зачем нам нужно сделать, и вообще надо ли. И только после этого мы можем уже что-то разрабатывать. После того, как мы что-то разработали, нам надо это потестировать. Хорошо потестировать на многих разных людях в разных местах. Получить результаты, посмотреть, что не так, отправить еще на доработку. И после этого, после успешного тестирования, мы, конечно, уже это начинаем применять. Но для
скажем, широкого употребления, а какие преграды мы здесь сталкиваемся. То есть нам, конечно, нужно учитывать отраслевые государственные стандарты, санитарно-гигиенические требования к изданиям для школьников и взрослых. Санпины, значит, ОСТы. Там прописано, какой должен быть шрифт, какими характеристиками он должен обладать. И, безусловно, он, вот даже вот этот шрифт, он нуждается в дальнейшей доработке и дальнейшем тестировании. И нужно повышать читабельность. Очевидно, путем создания шрифта, ну, преимущественно рубленного, гротескного типа. Но это люди, которые шрифтами занимаются, это вот их стезя, они знают, как и что надо делать. И, конечно, внедрение подобных методик, оно невозможно без участия государственных органов образования. Я как бы в частном порядке могу там 30 человек обучать подобным образом, но это дальше не пойдет. И вот, например, есть специальная гарнитура букварная, разработана еще в Советском Союзе, вот по которой плюс-минус сейчас тоже обучают детей. И почему она разработана именно вот так вот? Чтобы ребенку было удобно читать буквы. Они большие, они вот с другими не путаются. То есть все прописано, все как бы в мелких деталях. И, соответственно, любой адаптивный шрифт надо подводить под вот эти какие-то нормы. Но опять же, это делают отдельные люди, которые знакомы с этим. И вероятность, что актуальность создания и обучения по методике от адаптивного кириллического шрифта, она также может быть и у других народов Российской Федерации, не только у осетин, но почему бы и нет. Можно пробовать, можно экспериментировать, но во всяком случае, если есть подобные трудности, которые я описал, ну, не возбраняется немножко провести эксперимент, посмотреть, а вдруг это работает. Ну и я уже, наверное, за рамки времени выхожу. Да, Таймураз Мухарбекович, у нас уже другие участники пишут. Извините, тогда я уже готов ответить на вопросы. Ага. Я уже как бы завершил. Ага, ну вот раздел критика, вы, наверное, хотели сказать, что критикует ваш подход, нет? Да, вопросы спрашивают, как обучающиеся потом будут читать обычный кириллический текст. Скорее всего, без акцента. Потому что они освоили фонетику без привязки к русскому прочтению. Угу. А переход не вызывает. Вот. Ну, почему не использовать МФА? Потому что они нечитабельны. Почему не использовать Ну, то есть вы латиницу? его опробовали, да, МФА? Не пробовал, даже не собираюсь. Вы уже представляете, как он выглядит. Это страшно. Нет, мы представляем, потому что Ну, мы вот. его использовали в своих УМК. А вообще хочу сказать, что вот, да, проблема, которую вы обозначили, она актуальна, ну, например, для бурятского языка. И в последнее время у нас высказываются идеи о том, чтобы давайте перейдем на кириллицу, она более адекватно передает звуки бурятского языка. И также ставится вопрос о переходе на старомонгольское письмо, которое было у истоков. Ну, вот мы все знаем, что Да. исторические вот эти этапы латинизации и потом кириллизации, они затронули все языки народов тогда Советского Союза, да, но ныне вот Российской Федерации. Поэтому, конечно, проблемы есть действительно, и то, что вы сказали, что можно свою вот эту адаптивную шрифтографию, да, адаптивный шрифт разработать, конечно, интересно, потому что в бурятском языке, например, одна и та же фонема может иметь до 3 вариантов реализации Да, в зависимости вот, от да, позиции вот, и так далее. да. Вот МФА этим как бы и сложен, потому что ну, там уже морфологическая структура теряется. Угу. Да. Таймураз, вопрос можно? Можно? Пожалуйста. Да, сейчас уже, наверное, немножко неудобно будет слишком долго Вы уж меня рассуждать на эту тему. Кстати. Я бы хотел у вас спросить насчет контакта. Вы в Фейсбуке есть у вас страничка? В Фейсбуке, да, меня можно найти. Вот мои контакты. ВКонтакте есть, в Телеграме. Ага, Вот. хорошо, я почту записываю можете сейчас писать. это самое с экрана, как раз будут у меня контакты. Спасибо большое. Да. Это самое, честно говоря, очень хочется воспользоваться вашей методикой. Ну, почему-то у меня сомнения. Я, наоборот, почему-то очень надеялся на международный фонетический алфавит. Ну, во всяком случае, вот как-то это было общепризнанное дело. С ним есть две проблемы, которые нерешаемы.
Хорошо, ну я думаю, к этому вопросу еще раз вернемся. Спасибо большое. Мне, например, было очень интересно. Да. Если кому-то интересно, готов провести отдельный семинар и отдельно пообщаться. Если, пишите, я всегда открыт к взаимодействию. Да, хорошо. Моя фамилия Хазароков, я вам напишу. Да, спасибо. Мне кажется, если бы мы собрались все на курсы повышения разработчиков УМК, вот как раз Таймураз Мухарбекович мог бы там более подробно и показать, и рассказать вот свой опыт разработки адаптивного шрифта, потому что это что новое, например, первый раз слышу тоже. Да. То есть уже если разработать, то ее можно было бы внедрять уже в учебник, то есть на начальных уроках, допустим, да, в вводно-фонетическом использовать вот этот адаптивный шрифт, почему нет? Но опять же, да, вот вы говорите, есть проблема ГОСТов, нельзя обойтись без утвержденных каких-то вещей и так далее. Но это решаемо, если это решать, это решаемо. Главное захотеть, конечно, да. Спасибо большое, Таймураз Мухарбекович, было очень интересно, и вот то, что вы говорили, это мне очень близко, потому что я сама вот занимаюсь вопросами фонетической интерференции, в том числе сейчас у нас в бурятском языке, например, наблюдается обратная интерференция, так называемая, когда уже русский язык влияет на родной язык не только не владеющих, да, вы говорите о тех, кто не владеет, начинают изучать, а уже на язык владеющих, они уже с русским акцентом уже начали говорить. Для эстинского это губительно, потому что речь рассыпается. Спасибо еще раз. Хочу обратиться ко всем участникам. Вот, может быть, кто-то там покидает в связи там с занятостью и так далее, что нужно прислать свои статьи, и Таймураз Мухарбекович, вы же пришлете статью обязательно, мы ее разместим в своем сборнике. Очень интересные материалы были у всех участников, и очень надеемся, что вы пришлете их, и мы сделаем хороший такой сборник материалов, чтобы он мог потом послужить для работы для всех вот, и теоретиков, и практиков от методики. И дата у нас до 23 декабря, просьба всем выслать свои статьи на указанные адреса по электронной почте. Мы уже выслали, нам не надо же. Да, тем, кто выслал, нет, уже не надо. Да, вот я обращаюсь к тем, кто еще не высылал. Спасибо большое. Мы продолжаем работу. И, к сожалению, у нас, вот я как-то, видимо... Не придерживались регламента. Да, вылетели из регламента, поэтому у нас еще осталось несколько участников с докладов. Сейчас я... Поэтому, я надеюсь, не обидятся оставшиеся участники. Я прошу вас регламент как бы сократить, если можно. 10 минут вы говорили. Да. Ну, видите, опять, если человек не успел раскрыть тему, как-то вот не хотелось прерывать.